проходит, сейчас проходит круглый стол «Безопасная Арктика 2023». Она будет проходить целый день, но здесь развернулись свои выставочные экземпляры и рабочие технические экземпляры МЧС Якутии. Различные, показывается различное техническое оснащение нашей чрезвычайной службы. Сейчас мы поговорим еще об одном экземпляре. Это Бурлак, о нем еще нам рассказывают. И сейчас мы поговорим о Здравствуйте, вы расскажите нам, что это за техника и для чего она применяется? Как вас зовут? Василий Николаевич Егоров. Василий Николаевич, она когда пришла? Это уже на вооружении МЧС Якутии или как? Это на вооружении службы спасения Республики Саха-Якутия. Она пришла у нас после Нового года, было закуплено через контракты. И наши три таких единиц. Один у нас находится в Среднеколумском КСО, доставлена и Ирна-Каменская вручила ее, и две единицы находятся на городе. И вот передовой пакет повышенной проходимости, он предназначен для доставки сил и средств в местах, где проводятся поисковые мероприятия. И вот в данное время у нас в метели пурга, где бездорожье, где снежные едем и людей спасаем. Расскажите об особенностях. Есть же много видов, я смотрю, транспорта. Вот этот вездеход. Вот если так посмотреть, почему такие большие, так скажем, шины? Это колеса низкого давления. Есть шины. И она работает с подкачкой. И, естественно, с подкачкой реально хорошо. Это резина, это не пластмасса? Или да, это резина. Резина, и да. Ее можно проколоть или нет? Можно. Можно? Да. Или постараться сильно надо? Ну, если хорошенько использовать подкачкой, то это нужно постараться. А так она хорошая. Ага, а мне хотелось бы узнать, вот это он трехосевой или же он одноосевой или передний? Ураловская стоит 40 и Бычковская ЗИЛ-130. И танк стоит китайский, 3,8 который. А танк плавает за счет давления воздуха на шинах. И берет грузом где-то тонну 800. А можно открыть, показать нам, как люди сидят? И почему двери в другую сторону открываются? Это специально, да? Это теперь завод это меня западный. А, в другую сторону так удобнее? Вот для вас, да? Удобнее, да? Не, я сейчас стану. Вот мы смотрим специально на двери. Так. Вот у него... Вот хотел сначала поговорить вот какое здесь управление. Ага. Управление рулевое гидравлическое. Похоже на что? На Ладу, УАЗик или нет? Панель это получается УАЗ ГАЗ-X. Это получается дизельский микс. Идут вот подогревы баков, турботаймер, обороты двигателя, насос подкачивается на компрессор, подогрев топлива стоит. И естественно стоит мономотор, так называемое давление наше. А, вот здесь вы сразу, когда движетесь, можете смотреть. Мы открываем и едем, найдем сколько давление. Вот а все остальное, отопители, аккумуляторы дополнительные стоят, если там с одним аккумулятором не очень, ну, подключается второй. И он, естественно, уже запускается. Это ввиду того, что там у него перепусковой подогреватель двигателя стоит на холодном и воздушный отопитель в
независимо от времени. Сколько здесь груза и людей может умещаться? Можно до 12 человек можно спокойно вести. А так он относится А3, это А3 категория у нас получается 8 человек. А так примерно в тоннажах или в килограммах. Он груза берет до тонны 800. То есть если спасатели едут, везут не только, с собой могут брать различную технику. Да? Они с собой берут свои рюкзаки, которые там не полностью упакованы на работу, потому что там одежда, все там можно полностью сюда довести и можно ехать. 6 спасателей могут на этом машине спокойно ездить, работать, не жить. Потому что он автономно без комплектов. И чуть вот это место, получается, он полностью на спальные места превращается. А, это все Да, раскладывается, Это да? все раскладывается, вот у нее ножка, ее туда одеваешь, и получается полные уже спальные места. Поэтому 6 человек спокойно перемещается, отдыхает, спит и работает. Я все вспоминаю, кажется, УАЗ ГАЗ 469 был же такой вот маленький. Я хотел спросить, а здесь как? Когда едешь, ты как мячик здесь катаешься или здесь как мячик? Как на машине? А, как на машине. Да. Знаете, когда едешь, там колеса прыгают, а ты как этот. Сама машина стоит на одном месте. То есть здесь Получается, за счет давления воздуха на колесах она едет мягко. Практически качка не чувствует. за счет давления на колеса Да, практически и потом- машина все время в горизонтальном состоянии, я Да, правильно и понял? у нее получается задние два моста маятниковой системы. И он получается практически полную независимый. А передний ось находится независимый. Поэтому он более-менее. То есть работает. это не такая сильная качка, как при жестком да. давлении шин. Да. И И он очень катаешься. много смягчает. Ну я просто вспомнил, у вас там УАЗики стоят, да? Они же достаточно жесткие. Да. И вот если хотелось бы узнать чисто для себя, вот сколько он может проехать? Ну, тайга большое пространство. Тут два блока получается на топливо по 120 литров. Машине грузом рассчитано 25-30 литров до 100 километров. Самое повинное. Это получается, он может ехать 600, 700, 800 километров без заправки. Практически с полной загрузкой, да? Да. Ну, что я могу сказать, да? Вот такая техника у нас. Ну, считайте, с полной загрузкой это 1800 тонна 800. Это значит и спасенные, и сами спасатели, и оборудование. И спокойно получается у нас сколько километров? Почти 700, да? Да, почти 700. Почти 700 километров. А если без полной загрузки, получается до 1000. Вот такая техника у нас на вооружении стоит в ЧС Якутии. Но мы продолжим дальше чуть позже.